Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Православные христиане отмечают сегодня Рождество Христово. Владимир Путин минувшей ночью посетил праздничную службу. В Хандыге в рождественский сочельник подготовили сладкие подарки, кто организовал сбор вкусных даров. И не менее вкусная традиция сохранилась в Алекминском детском саду. Там ребятишек знакомят с приготовлением обрядового печенья. Рождество Христово отмечают сегодня православные христиане. Минувшей ночью президент России принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне, что в Новгородской области. Глава государства прибыл в регион на вертолете. До отдаленной церкви Владимир Путин добирался на катере со специальной воздушной подушкой. Войдя в храм, президент зажег свечи и приложился к иконе, а затем прослушал службу вместе с остальными посетителями церкви. По окончании богослужения Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Сообщается также, что президент подарил церкви икону «Господь Вседержитель», изготовленную в мастерских города Щигры в 2017 году. Любовь Господа к человеку заключается не в том, что Он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за Него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, а порой и ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах. С праздником вас, с Рождеством Христовым. Торжественная рождественская служба прошла и в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно возглавил праздничное богослужение. Главная рождественская служба началась в 23:00 по московскому времени, однако прихожане стали собираться у храма за несколько часов до ее начала. Всего на рождественскую службу в главном храме страны было допущено около 350 человек. Данное решение было принято в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм. Обратившись перед началом богослужения к россиянам, патриарх Кирилл отметил, что прошедший год оказался полон тяжелых испытаний. Сотни прихожан собрались в ночь сочельника и в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе. Здесь также прошла ночная праздничная литургия. К празднику во дворе собора изготовили традиционные ледовые скульптуры по библейским мотивам. Рождественскую службу совершил настоятель Преображенского кафедрального собора иеромонах Никандр. Сочельник предваряет праздник Рождества Христова, один из главных церковных праздников. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Даже в церковные службы теперь они проходят с ограниченным количеством прихожан. К сожалению, сейчас из-за эпидемии продолжающейся и, в общем, еще непонятно, сколько она будет продолжаться, мы вынуждены прикладывать много мер безопасности. В частности, ночью доступ в старый город, соответственно, к Преображенскому собору, ограничен. Днем, конечно, проще. Вот в 10 утра начнется божественная литургия, которую возглавит архиепископ Роман Якутский и Ленский в Преображенском кафедральном соборе в старом городе. И туда, конечно, можно прийти, но надо иметь в виду, что сейчас действуют ограничения. Присутствует должно около 50 человек в храме одновременно. Рождественские богослужения в Якутии продолжились сегодня. В Преображенском кафедральном соборе прошла праздничная литургия, которую посетил глава республики Айсан Николаев. В храме собралось много верующих якутян. Службу провел архиепископ Якутский и Ленский Роман. Прошедший год, конечно, был далеко не простым, но я уверен, что вот это Рождество, которое сегодня пришло на нашу землю, оно принесет с собой все-таки чудо. Жить станет лучше. Это море, эта пандемия, она уйдет. И, конечно же, мы все желаем в Рождество, в этот прекрасный, чудесный праздник, здоровья. Я объявил 21 год в Якутии годом здоровья. Здоровья не только физического, но и духовного. Потому что я считаю, что здоровый человек – это человек, который и физически, и духовно здоров. И, конечно же,
Я очень рад, что с каждым годом в нашем храме на Рождество больше и больше детей. Значит, вера сильна, значит, дети приобщаются. Мы живем ради них, мы делаем все ради них. И уверен, что и сегодняшнее Рождество принесет этим нашим детям всем чудо, которое явил нам Господь. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым. В Хандаге в православной церкви святых апостолов Петра и Павла в рождественский сочельник подготовили сладкие подарки. Их передадут детям из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанникам воскресной школы, пациентам Тампонской больницы и медперсоналу, который в этот праздничный день дежурит на посту, рассказывает Мария Винокурова. Традиция дарить подарки на Рождество берет начало от тех даров, которые принесли восточные мудрецы новорожденному младенцу Иисусу. Православной церкви поселка Хандага вкусные подарки помогают собирать, что называется, всем миром. Сбор средств организуется через призыв в социальных сетях. То есть это традиционно мы хотим передать радостное праздничное настроение, конечно, в первую очередь деткам, их родителям. К сожалению, и в такие дни бывают у людей печали, трудности жизненные. Мы хотим, конечно, радость Рождества, чтобы захватило как можно большее количество людей. Всех, конечно, не получится. Но, тем не менее, мы стараемся, что можем сделать. Многие спонсоры, зная давние традиции храма, привозят подарки сами. В этом году дорожники ДЭП-135 собрали 55 объемных пакетов со сладостями, часть которых была отправлена детям шахтерского поселка Джибарики-Хая. Получат их ребятишки самого отдаленного оленеводческого села Тополиное. 2 десятка рождественских подарков передала поселковая администрация. В этом году церкви удалось собрать около 170 вкусных коробок. В связи с пандемией подарки в районную больницу и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» передадут сами сотрудники этих учреждений. Мария Винокурова, Хандага, Тампонский район. В некоторых странах мира Рождество еще не наступило. Сейчас мы расскажем, как готовились к празднику якутяне, живущие далеко за пределами родины. Максим Кардозу подготовил дайджест. Якутяне, живущие за пределами России, готовятся к празднованию православного Рождества. В Турции большая российская диаспора. Каждый год наши соотечественники в эти первые дни Нового года собираются вместе, ходят на службу в церковь и вспоминают о родине. Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом и сердца мир, тепло и благополучие. С праздником! Перенесемся в Мексику. Там тоже живут якутяне. И Рождество в этой стране также большой праздник. Но отмечают его 25 декабря. 16 декабря начинается череда праздников Посада. До 24 декабря обычно люди ходят друг к другу в гости, делятся подарками, едой, помогают малоимущим людям. И Рождество – это такой праздник, все-таки духовный. Он идет на пользу и сближает людей. В эти праздничные дни мы все загадываем желания и будем надеяться, что 2021 год станет годом, когда наши желания будут сбываться. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В рамках рождественского фестиваля искусств сегодня в Якутске состоится онлайн-выступление филармонии Якутии. Рождественский концерт симфонического хора можно будет посмотреть на сайте филармонии в 16:30. Онлайн-трансляция будет вестись с Преображенского кафедрального собора. Также 8 и 9 января в Большом зале Якутской духовной семинарии коллективы филармонии проведут праздничные епархиальные елки. Гостями праздника станут воспитанники социальных учреждений.
Обрядовое печенье, козули имеют давнюю историю. Раньше люди считали, что именно такое печенье принесет удачу и процветание. Традиция готовить козули на Рождество дошла и до наших дней. В детском саду «Звездочка» в Алекминске ребятишки знакомятся с приготовлением праздничного печенья в студеные морозные дни. Рассказывает Елена Фаст. Как терпеливо маленькие пальчики, крепко сжав скалку, раскатывают тугое тесто. Ребятишки готовят праздничное обрядовое печенье – козули. Традиции этой много-много лет. Этой доброй традиции стряпания обрядового печенья козули, конечно, уже больше 20 лет, когда мы совместно с детьми готовим тесто и стряпаем козули. Конечно, процесс трудоемкий, но дети с удовольствием, с радостью, потому что проводится, конечно, предварительная работа. Дети приносят свои скалки, формочки для вырезания козуль. И вы видите сами прекрасно, что у детей достаточно хорошее настроение, позитивное. Тесто с секретом. Оно напитало в себя аромат корицы и гвоздики. Пряный запах уже сам по себе праздничный. Каждый ребенок сам выбирает фигурки. Что самое интересное? Катать тесто. Какие фигурки тебе больше всего нравится вырезать? Сердечки. А кого ты любишь больше всего? Маму и папу. Тесто раскатываю формы, снеговики, сердечки. Рождество. Дом, вся семья в сборе, и самое время рассказать волшебные истории о добре. Недаром детки говорят, что это праздник добра и любви, которую они от всего своего маленького сердечка дарят мамам и папам. Печенье, звездочка, зайчик и еще сердечко. А почему ты выбрала такие формы? Они мне понравились. А кому бы ты хотела подарить такие печенья? Маме. Тем временем лист заполняется печеньем, и вот-вот оно направится прямиком в духовку. Ну а пока всем по ломтику волшебной козули. Давайте-ка попробуем делать сердечко. Ой, спасибо. Чувствуйте, ребятки. Что вы чувствуете? Корицу почувствовал? Молодец. Да. Чтобы загадать желание и попробовать, какой праздник на вкус. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.